На связи Украина 365. Российские повстанцы, ведущие бои в 3 областях России на границе, выступили с обращением к губернаторам Курской и Белгородской областей, призывая их немедленно объявить эвакуацию гражданского населения в связи с активизацией боевых действий и планами дальнейшего наступления. Совместные обращения РДК, Легиона Свободы России и Сибирского батальона появились в интернете. Повстанцы заявляют, что продолжают наносить массированные удары по российским военным, освобождая захваченные российскими властями области. Более того, реагируя на отсутствие действий со стороны российских властей, местные жители бросились бежать из населенных пунктов на линии боевого столкновения. Очевидцы публикуют кадры бегства местных жителей из Грайворона, Белгородская область. Вместе с этим сообщается о заходе сил освобождения в город Грайворон Белгородской области РФ. В населенном пункте идут интенсивные стрелковые бои. В то же время военные РФ начинают сдаваться в плен подразделениям российских добровольцев РДК и ЛСР. Видео с вывешиванием белого флага опубликовали осинт-аналитики Киберборошна. Сообщается, что кадры сняты в районе села Сподарюшино в Белгородской области. Честь имею, российские солдаты и офицеры. В российской армии сейчас делать нечего, только умирать. Раньше у вас был непростой выбор – пойти и сгинуть в мясном штурме или попытаться перейти линию фронта по минным полям, чтобы сохранить себе жизнь. Сейчас все стало гораздо проще. Мы, легионеры, сами пришли к вам. Вам просто достаточно выйти к нам без оружия и с поднятыми руками. Вы наши сограждане. Мы не боремся с теми, кто спасается от путинского режима и не убивает невинных. Вы можете сдаться в плен, сохранить себе жизнь. А если у вас осталась совесть и воинская честь, вы можете стать рядом с нами и вместе с нами побороться за светлое будущее для нашей Родины. Честь имею. Параллельно с этим сообщается о том, что российские повстанцы получили усиление. На территорию Белгородской области вошли ичкерийские добровольцы. Мы вошли вглубь России, это только начало. Вскоре мы зайдем как освободители на территорию всего Северного Кавказа. Мы будем бороться до тех пор, пока двуглавая гидра полностью не освободит территорию оккупированной Чечни и не освободит всех наших пленных братьев и сестер, которых незаконно удерживают в тюрьмах России множество лет. Мы призываем все оккупированные народы, всех мусульман восстать и любыми способами, по возможности, не подвергая себя опасности, противостоять российской агрессии, говорится в заявлении бойцов. Следуя путям наших героев, как Шамиль Басаев, мы проводим спецоперации, диверсионные операции на территории Российской Федерации. И мы будем проводить их, пока они не освободят полностью наши земли, полностью территория независимого государства Чеченской Республики Ичкерия. Командир РДК тем временем анонсировал сюрпризы на территории РФ. Надо понимать, что со времени прошлогодних рейдов мы очень увеличились, и мне, как командиру, было важно уделить внимание внутреннему развитию подразделения, рассказал Никитин. Добровольцы РФ также рассказали о бегстве кадыровцев. Ярые путинисты, кадыровцы и боевики группировки Эспаньола избегают прямых столкновений с российскими добровольческими подразделениями. Об этом сообщил представитель Легиона Свободы России Алексей Барановский. Тикток войска на то и есть тикток войска. Ничего удивительного, что кадыровцы никогда не появляются там, где действительно жарко, заявил он, комментируя информацию о внезапном бегстве кадыровцев из Белгорода. По его словам, не менее интересным является российское подразделение Эспаньола, которое состоит из российских футбольных фанатов и известно своей откровенно нацистской идеологией. Они тоже в интернете очень агрессивно высказываются и против Легиона, и против РДК. Однако почему-то они боятся прийти на место встречи. Вы знаете, что и в РДК, и в Легионе тоже есть выходцы из футбольных клубов. Однако сами путинисты не спешат на этот вызов, рассказал Барановский. Брэдли, ВСУ и бойцы 47-й бригады Магура уничтожили колонну российских бронетранспортеров и штурмовиков на Донеччине. Новость обнародовала пресс-служба бригады. Украинские военные разбили колонну в составе 3 бронетранспортеров БТР-80, продвигавшейся на Авдеевском направлении. Очередная попытка штурмовать наши позиции по Серому провалена. Так выглядит взаимодействие противотанкистов, артиллеристов, роты ударных БПЛА и экипажа Брэдли, говорится в сообщении. На видео, снятом в тепловизионный объектив украинского беспилотника, можно
Можно увидеть, как колонну из 3 бронемашин уничтожают противотанкисты 47-й ОМБР. Главной машине колонны все же удается пойти дальше перекрестка с линии огня ПТРК, однако там ее подбивает огнем из автоматической пушки М2 Брэдли. Зайдя в корму, БМП расстреляла российский бронетранспортер с пехотой. В общей сложности, согласно публикации, во время отражения наступления воинам 47-й механизированной бригады удалось ликвидировать 35 российских военнослужащих. Это те подразделения, которые после того, как наша 47-я размотала их на молекулы, вышли на восстановление на 2 месяца и снова вернулись. Согласно документам, которые у них нашли, мобилизованные не были 5 марта этого года, говорится в публикации. Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме Воронежской области РФ. Военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Борисоглебске, пишут местные СМИ. Причина – неисправность стойки шасси. Сообщается, что никто не пострадал. Республиканец Майк Джонсон, возглавляющий Палату представителей Конгресса США, встретился с сенаторами и однопартийцами. Тема разговора была поддержка Украины. Как пишет The Hill, Джонсон в ходе общения заявил, что Палата представителей подготовит свой проект закона о помощи Киеву. Он будет отличаться от того, который Сенат одобрил в феврале. После встречи спикер сообщил журналистам, что понимает важность поддержки Украины и никто не хочет, чтобы Путин победил. Как рассказали сами сенаторы, Джонсон говорил, что подготовит свой вариант документа о помощи Украине, которая может быть оказана в виде кредита или ленд-лиза. Это будет сделано в интересах американцев. Никто не хочет, чтобы Путин взял верх. Я думаю, что он не остановится на Украине и пойдет дальше в Европу. В этой ситуации есть правая и неправая сторона. Добро против зла, и Украина здесь жертва, заявил Джонсон. В таком случае новый документ должен будет получить одобрение в Палате представителей, а затем в Сенате. Кроме того, Джонсон затронул тему и конфискации активов в РФ и передачи их Украине. При этом спикер не упомянул, намерен ли он включать в новый законопроект вопрос о границе с Мексикой, который может снова стать яблоком раздора между республиканцами и демократами. В целом, сенаторы-республиканцы, которые ранее голосовали за поддержку Украины в Сенате, остались оптимистично настроены после встречи с Джонсоном. Джон Корнин и Кевин Крамер заявили, что спикер четко выразил намерение оказать помощь и не оставить Киев с пустыми руками. Таким же позитивным впечатлением от встречи поделился и давний друг Украины, республиканец Линдси Грэм. Россияне всерьез напуганы китайской экспансией в Сибири, где китайцы ведут тихую оккупацию Иркутской области и Байкала. Ситуация настолько серьезна, что на местном телеканале вышел сюжет, рассказывающий подробности нашествия китайцев. Китайцы, по данным телеканала, массово строят на берегах Байкала свои дома и отели, игнорируя российское законодательство и вызывая возмущение среди местных жителей. Ситуация становится все более напряженной с увеличением количества китайских граждан, проникающих в регион. Количество переселенцев может достичь нескольких миллионов. Китайский нам надо всем срочно подтягивать. На этой неделе россияне поставили более 50 тысяч подписей под петицией против китайской экспансии на Байкале. Китайские иероглифы на указателях и вывесках жителей байкальских поселков уже не удивляют. Заселяют нас китайцы. Все застроили вокруг. И захватывают нас потихонечку, без войны. Местная общественность продолжает требовать действий, чтобы предотвратить дальнейшую экспансию китайцев в Сибири. Количество китайцев постоянно растет. Более того, группы китайских туристов прямо заявляют, что Байкал и прилегающие территории принадлежат Китаю. Из экскурсии я начал туристам из Китая рассказывать о легендах озера Байкала. Они меня прервали с таким интересным мнением, что они считают, озеро Байкал принадлежит их государству, их стране. SpaceX в третьей попытке запустила самый большой и мощный космический корабль Starship. С космодрома в Техасе произошел запуск самого крупного и мощного космического корабля Starship Super Heavy частной компании SpaceX Илона Маска. Об этом SpaceX сообщили в социальной сети Twitter. Посредством такого корабля Илон Маск планирует отправить людей на Марс. Немного позже компания SpaceX сообщила о потере корабля Starship в ходе третьего испытательного полета. Напомним, что первые 2 запуска в апреле и ноябре прошлого года закончились взрывами. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что противостояние дронов и РЭП вышло на первый план, и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу. Об этом он написал в Facebook. По словам главкома, в условиях постоянного применения дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов, ударный БПЛА становится основным ударным оружием сухопутных подразделений в бою. Он отметил, что надежную защиту военнослужащих могут обеспечить только современные мощные средства РЭП, роль и значение которых
которых постоянно растет. Вместе с этим Сырский заявил, что начался процесс ротации и замены частей подразделений, длительное время выполнявших боевые задачи на фронте. Несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, нам удалось запустить процесс ротации и замены частей подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на переднем крае, сказал Сырский. По его словам, ротация позволит стабилизировать обстановку и положительно повлиять на морально-психологическое состояние украинских бойцов. Сырский отметил, что принял все необходимые решения для повышения боевых возможностей бригад. Кроме того, он рассказал об оперативной обстановке на запорожском направлении. Главком ВСУ отметил, что россияне пытаются атаковать позиции ВСУ в районах Работина, Вербового, однако без особого успеха. Россияне в Белгородской области пожаловались на взлом каналов связи правительства в Белгородской области. В итоге стало известно, что это была успешная операция украинской разведки. В частности, эту операцию удачно выполнили киберспециалисты ГУР. Об этом 24 каналу сообщили источники в украинских спецслужбах. Российские пропагандисты сообщали, что в 2:06 по местному времени 14 марта снова был взлом каналов связи регионального правительства в Белгородской области. Оккупанты обвиняют региональных представителей Минцифры в том, что они не владеют банальными компьютерными навыками и говорят спросить помощи у Ростелекома и Минцифры Федерального для обеспечения безопасности правительственной связи. Получается, что третий день Минцифры не может выполнить своих обязательств по безопасности и защите каналов связи правительства. Удивительно, что министр еще не в отставке, жалуются россияне. Кроме того, они сообщают, что была осуществлена рассылка майлов от имени администрации губернатора Белгородской области. Это также озадачило самих граждан Белгородской области. В конце концов, источники в спецслужбах подтвердили, что к этому взлому каналов региональной связи причастны киберспециалисты ГУР. Теперь оккупанты имеют проблемы со связью и коммуникацией с властями Белгородской области. Накануне президент Литвы Гитанас Науседа выступил за отправку своих военнослужащих в Украину, чтобы помочь ВСУ вести борьбу с оккупантами. Он также призвал других лидеров Запада перестать постоянно говорить о красных линиях. Вчера, 13 марта, в Париже глава Литвы подчеркнул, что было бы неплохо, если бы все лидеры ЕС согласились в едином мнении относительно отправки своих военнослужащих в помощь украинским защитникам, информирует ресурс ЛРТ. Науседа также заявил, что все лидеры ЕС должны хорошо вникнуть в разведданные и принять окончательное решение по помощи Украине. Лидеры ЕС должны перестать постоянно оглядываться на Путина в страхе. А что же скажет на это президент РФ? В таком случае Европа вообще не примет ни одного решения. Эти слова президент Литвы озвучил как Макрону, так и СМИ. Более того, он призвал ЕС перестать бояться неких красных линий. Если постоянно думать о красных линиях, то Запад будет помогать Путину. Тот, в свою очередь, будет этим манипулировать и контролировать каждый шаг ЕС, заявил Науседа. Запад не должен молча наблюдать за тем, что происходит в Украине. Путин на этом не остановится, а его планы распространятся на страны Балтии и Польшу, заявил глава Литвы. Будет большой ошибкой, если Запад поведется на возможность утихомирить Путина, отдав тому часть Украины. Так же, как Чехословакия не удовлетворила Гитлера, Украина не удовлетворила Путина. Не будут этого делать и страны Балтии и Польша. Ни одно из европейских государств в данный момент не находится в безопасности, заявил Науседа. Россия не остановится, если ее саму не остановить. Лучше это сделать в Украине сейчас, чем ждать, когда армия Путина будет стоять у границы ЕС, подытожил свое выступление Науседа. Премьер-министр Эстонии Каллас также заявила, что в будущем может быть ситуация, когда войска страны отправятся в Украину на помощь ВСУ. Лидер ультраправой политической партии «Национальное объединение», член законодательного собрания Франции Марин Ле Пен, известная пророссийской позиции, выступая с обращением к парламенту, внезапно развернула политический вектор на 180 градусов и обвинила Россию в развязывании войны в Украине. Соответствующий фрагмент выступления появился в официальном аккаунте Ле Пен Викс. Обвинив Москву в том, что та развязала войну, Ле Пен выразила уважение и поддержку Украине. Вторгнувшись в Украину 24 февраля 2022 года, Россия спровоцировала войну на пороге Евросоюза и геополитический кризис, несомненно, самый драматичный за последние 20 лет. Украинской нации наше уважение и наша поддержка, заявила она. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик и поделиться этим видео с друзьями, чтобы его увидело как можно больше людей. Слава Украине, слава ВСУ, слава всем, кто помогает нашей стране. Вместе мы сила.